Итак, мы начинаем новый цикл программ под названием «Онлайн-консультации». Давайте поговорим, в чем плюсы и минусы этого вида контента. Общение в режиме онлайн делает географические границы условными или вовсе смывает их. Мы уже проводили онлайн-консультации по вопросам трудовой миграции, а вот теперь решили расширить перечень вопросов, которые волнуют нашу молодежь. Это здоровье, финансы, трудоустройство, учеба, служба в рядах вооруженных сил, семья, быт, право и много-много чего еще другое, с чем ежедневно сталкиваются наши молодые люди, то есть наша целевая аудитория, то есть вы. В проекте СЕП мы стараемся расширить ваше собственное восприятие благодаря эффекту реального присутствия. Это Skype, Zoom или трансляция на Facebook. Вы можете в режиме реального времени смотреть нас и задавать свои вопросы. Также это можно сделать в режиме записи. Программы будут размещены на наших ресурсах, так что следите за нашими объявлениями. Что в результате вы будете иметь? Первое – это экономия времени. Второе – отсутствие привязанности к телевизору, зомбоящику с его программой передач. Третье – доступность консультируемого специалиста для жителей других районов, которые просто не могут смотреть волновое телевидение. Четвертое – возможность не прерывать работу, которую вы в данное время делаете. Пятое – возможность записи сессий, которую вы всегда можете еще раз пересмотреть и осознать. И шестое – личный комфорт и психологическая безопасность. Да, несомненно, есть и минусы, но они, так скажем, минимальные. Но это прежде всего низкое качество связи, иногда отсутствие интернета. Второе – это сбой технических средств, зарядка или глюк ваших гаджетов, смартфонов, планшета или ноутбука. Поэтому мы наши консультации дублируем при помощи наших партнеров проекта СЕП. Это телевидение «Тонин» и мобильное приложение IPTV OLA, за которое мы им говорим большое спасибо. Так что смотрите нас на всех платформах, где есть проект СЕП. Бичнау, Бубин, в Биомус. Ну и сегодня, конечно, мы будем говорить о важности и необходимости грудного вскармливания. Кормление грудью – это один из наиболее волнующих, интересных феноменов, связывающих мать и дитя в течение первых годов жизни ребенка. И у нас сегодня в гостях координатор по грудному вскармливанию городского родильного дома, неонатолог Рыгашева Гульчихра Наримановна. Малима, мы вас приветствуем у нас в гостях. Как я вам ранее говорил, что программа она направлена на целевую нашу аудиторию, молодежную аудиторию. Да, сегодня идет тенденция к тому, что возрастной ценз женитьбы, замужества молодых людей все падает ниже. Сегодня уже 18-летние, 19-летние, после совершеннолетия, соответственно, 20-летние молодые люди уже обзаводятся семьями. Ну, для кого-то, вот для меня лично это, наоборот, хорошо, когда в молодом возрасте формируется семья и, соответственно, уже крепнет семья, развивается. О семье, о роли мужа и жены, соответственно, это у нас другая программа. Но сегодня я бы хотел сказать, что вот молодая пара решила завести дитя, у них родился ребенок. Вот здесь самое важное и самое актуальное то, что большая нагрузка и психологическая, и физиологическая, прежде всего, падает на маму. И после рождения уже переходит другая фаза взаимоотношений в семье, взаимоотношений мамы с ребенком. И вот здесь грудное вскармливание, то есть оно вступает в актуальную силу. То есть она становится одним из важнейших приоритетных вопросов в семье, который, соответственно, и отец должен осознавать, и все родственники, которые находятся и живут с молодыми семьями. Учитывая то, что ближе уже к августу, вот через буквально 1,5 месяца, отмечается Международный день грудного вскармливания. Раз этот праздник уже отмечается, этот день отмечается на уровне мирового сообщества, значит, актуальнейший вопрос для мирового сообщества. Поэтому я бы хотел, чтобы вы нам все-таки рассказали, что это за день, 17 августа,
День грудного вскармливания. Чем его отмечают и чем он интересен? И в чем его актуальность и необходимость? Ну, с 1 по 7 августа отмечается День грудного вскармливания по инициативе ВОЗ, ЮНИСЕФ. И цель этого мероприятия заключается в том, чтобы поддержать и поощрять грудное вскармливание и довести до сознания беременных женщин, молодых семей о важности грудного вскармливания. Малима, ну, раз мировое сообщество, раз ООН уже этим вопросом интересуется, значит, актуальность этого вопроса, она гораздо выше, чем нежели мы себе просто представляем. Ну, какая разница, чем кормить ребенка? Смесью или же все-таки грудным материнским молоком? Грудное молоко, вот именно преимущество в этом случае в чем? Преимущество грудного вскармливания в том, что грудное молоко – это свежие, стерильные, оптимальные температуры для новорожденного ребенка. Ребенок, который получает грудное молоко, он очень хорошо развивается, и интеллект ребенка, который находится на естественном вскармливании, больше, чем... Ну, получается, на первой стадии становления малыша все необходимые вещи, витамины, минеральные, углеводы, жиры, белки, все, значит, компоненты он получает через грудное молоко. Через молоко своей мамы. То есть это основа становления организма малыша, потому что, да, другого источника получения нету. Поэтому, когда мы говорим, что важность грудного вскармливания, она, несомненно, должна стоять как приоритетный вопрос в молодой семье, это говорит о том, что формируется физиологически, в том числе и психологически, и умственно, формируется будущее организма самого ребенка. Поэтому связь с мамой – это самый такой необходимый, важный компонент. Ну, соответственно, вот мы знаем, что в молодой семье всегда проблема, когда малыш болеет, да? Когда у него колики, когда животик у него крутит, когда зубки режутся, когда что-то такое. Ну, иногда бывает так, что ненароком ребенок ловит, так скажем, да, грубо по-медицински, инфекцию через что-то такое там. Ну, всякое бывает в жизни. Но, тем не менее, вот здесь, как вот вы могли бы охарактеризовать вот снижение вот всех этих рисков, которые в этом возрасте у малыша могут быть? Это и инфекционные риски, это риски аллергические, это иммунная система. Вот здесь я хотел бы, чтобы более подробно нам на доступном объяснили. Ну, через грудное молоко ребенок получает все необходимые вещества, ферменты, это лактоза, которые помогают усваивать и сформировать желудочно-кишечный тракт, помогает усваивать цинк, магний, кальций. Который, соответственно, идет через молоко мамы. Да. Кроме того, еще получают Т-лимфоциты и Б-лимфоциты, которые сформируют иммунную систему новорожденного ребенка. Получается, значит, и мама должна за своим питанием, за своим рационом тоже следить, да, чтобы, соответственно, эти все макро- и микроэлементы были усвоены мамой. Да, ребенок получил. Это значит, что хорошее питание, сбалансированное, да, вот хотел бы, чтобы вы мамам тоже это посоветовали. А то обычно мамы забывают о себе, все внимание малышу, ну, а не понимают, что хотя бы нескушенный банан или нескушенное яблоко, да, оно тоже, возможно, какую-то роль сыграет в питании уже ребенка. Да, ну мама должна следить действительно за своим рационом, но мы не имеем права исключать все вещества. Мама должна сама рулить. В рацион должна вести помаленьку. Не целую яблоко она должна скушать. Сначала, да, половиночку надо начинать. Творог не целую тарелочку, а... Ну, я так понял из вашей беседы, что рацион питания для мамы тоже это немаловажный аспект.
Обычно молодые мамы должны спрашивать у взрослых, кто рядом, это ее мама, теща, это сестра, те, кто уже имеет опыт, значит, рождения ребенка. Или же все-таки обратиться к участковому врачу, или же к семейному врачу, который всегда примет и даст соответствующий дельный совет. Я бы хотел поговорить насчет пользы грудного вскармливания именно в восстановлении устойчивой иммунной системы малыша. Чтобы вы об этом нам что-то рассказали. Ну, беременная женщина, которая перенесла инфекцию, бактериальную или вирусную инфекцию, она передает своему ребенку лейкоциты и тем самым передает антитела. И ребенок получает готовые антитела через грудное молоко матери, и тем самым уже ребенок не будет болеть вирусным или бактериальными инфекциями. Да вот, молодые мамы, обратите внимание, что ваше состояние, ваши антитела, которые вы уже имеете, которые вы перенесли ту или иную болезнь и получили антитела, организм, соответственно, выработал, вы уже передаете своему ребенку. Так что важность актуальность грудного молока, вскармливания тут несомненно, и никто это не отрицает. Малима, мы часто видим, что аллергические реакции у малышей бывают. Вот как это насчет? Или же как сохранять ли грудное молоко от аллергенов, которые часто сегодня бывают у нас? Да, в быту, медотвода нету. Мы сохраняем естественное вскармливание, но поощряем, консультируем мать, чтобы они исключили из своего рациона аллергию. Те продукты и вещи, продукты, которые вызывают аллергию. То есть, если это у мамы вызывает аллергическую реакцию, то она, соответственно, может на ребенка и подать. То есть, если у мамы, молодой мамы, аллергия к цитрусовым, так условно скажем, да, или к домашним животным, кошкам, да, иногда бывает так, к собакам, к шерсти, к пуху, то есть, соответственно, это может передаться и ребенку. Значит, именно в этом периоде мамам рекомендуется все-таки следить за своим здоровьем и следить за тем, чтобы эта реакция не передалась на малыша. Еще одна проблема, с которой часто сталкивается молодая семья, это дисбактериоз малыша. Да, когда малыш поносит, когда это ужасные периоды, ужасные времена. От чего это обычно происходит и как лечит грудное молоко именно? Дисбактериоз происходит часто у детей, которые находятся на искусственном вскармливании. Дети, которые находятся на естественном вскармливании, в грудном молоке имеются факторы роста, которые помогают сформировать желудочно-кишечный тракт при помощи сохранения нормальной флоры кишечника. Значит, молоко, соответственно, вот эти, значит, функции обеспечивают в кишечнике малыша. Только через грудное молоко. Малима, может, в силу каких-то обстоятельств, иногда бывает физиологических женщин, да, не все молодые мамы здоровы, иногда бывает так, есть нюансы. Иногда осознанно в силу тех или иных особенностей, обстоятельств, будь то мода, будь то не знаю что, будь то нехватка времени, да, иногда бывает так. Но есть тенденции, есть случаи, когда молодые мамы отказываются от грудного вскармливания и переходят на искусственное питание. Вот чем чревата вот такая замена естественного грудного молока на искусственное питание? Хотя все фирменное, все испытано медицинскими лабораториями международного качества, имеет международный сертификат, но тем не менее опасность есть. Как бы вот здесь вы? От грудного вскармливания отказываются больные мамы, которые... Есть какие-то имеют физиологические патологии, да. Которые имеют патологические болезни. И есть такие молодые мамы, которые сами не хотят, но мы консультируем, чтобы грудное вскармливание не страдало. Что это ничего не заменит, это основная вещь. Поэтому, да, молодые мамы, молодые семьи, тут роли отца я ни в коем случае не уменьшаю, потому что когда рождается ребенок, в молодой семье идет процесс
такой иногда бывает, это маленький кризис, это перенастройка взаимоотношений, появляется новое существо, с капризом которого надо будет соглашаться, то есть это бессонные ночи, это не только мама, это и папа, молодые мама, молодые папа. Слава Богу, если есть рядом бабушка, дедушка, они, конечно, помогают, но тем не менее, иногда, если молодые люди живут сами, отдельно, то, соответственно, это большая и психологическая, и физиологическая нагрузка, прежде всего, на маму, ну и, конечно, на отца. Поэтому отцам, молодым папам, это тоже знать, я думаю, полезно, потому что все-таки гармония в семье – это когда муж, жена, дитя воедино и становятся, соответственно, единым целым. И ради вот этого малыша они дальше, в принципе, и живут. Малимаджон, про преимущество грудного вскармливания вы нам сказали. Просто в конце хотелось бы нам узнать, молодым мамам, куда они могут обратиться, с кем они могут посоветоваться. Вот близится этот день Всемирного дня грудного вскармливания. Как к этому готовиться? Могут ли они отметить? Могут ли они сделать вклад? Вот как, допустим, в этом году это все отмечаться будет и где это будет отмечаться. Но если вдруг появятся вопросы, куда обращаться молодым мамам? Обращаться в городской родильный дом, областной родильный дом. У нас есть группа поддержки, которые сами участвуют, мамы, молодые мамы. У нас есть горячие телефонные линии. Телефоны. Наша вот горячая телефонная линия, вот на нашем экране это все написано. В принципе, вы можете записать. Конечно, пригодится, да, Малима? Да. Так. Ну и, соответственно, наверное, в поликлинике или в центре здоровья по месту жительства тоже, в принципе, можно обращаться. Поэтому, раз, дай Бог, что проблем не было, если вдруг проблемы будут, чтобы молодые мамы, молодые папы, ну, семья, молодая семья могла знать, куда обратиться и у кого проконсультироваться. Так что желаем молодым только успехов, добра, малышу здоровья, расти. Но главное, чтобы мама вас особенно знала, что основа становления, физиологического становления будущего своего ребенка – это все-таки ее грудное молоко, поэтому стоит на это обратить особое внимание. Малима, спасибо. Надеюсь, на празднике мы встретимся. Еще у нас будет не одна передача на эту тему насчет молодых мам, других аспектов, другие вопросы. Это особенности беременности, это как переносить, послеродовые, соответственно, послеродовой период, когда мамам, отцу, семье стоит на что уделять внимание, как ухаживать за малышом. Надеюсь, мы на этот счет еще вернемся. Вы у нас будете в гостях, так что большое вам спасибо, Марина. Спасибо.